Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы приветствуем вас из Южно-Сахалинска, где проходят первые зимние игры «Дети Азии». Впереди еще 3 стартовых дня, но накануне уже закончился медальный зачет у сноубордистов. В один день прошли командные соревнования в параллельном гигантском слаломе по принципу «один юноша плюс одна девушка». А еще райдеры демонстрировали свои способности в слоупстайле. Слоупстайл как олимпийский вид спорта дебютировал в Сочи в 2014 году. Его популярность только набирает обороты. Зрелищность этой дисциплины заключена в связке трюков на склоне с препятствиями. Крутые на грани возможного вращения на трамплинах и технически сложные трюки на джибинг-секции. Вот что такое слоупстайл. Первыми полосу препятствий должны пройти 8 девушек. Из них 3 не смогли выйти на старт. В основном из-за травм на тренировках. Итоговую пятерку возглавила Варвара Скорчикова, Урал. Даже с большим количеством технических неточностей ей хватило очков для золота. У парней все было интереснее. Здесь ростер спортсменов состоял из 25 человек. Основная борьба, как и ожидалось, проходила между японцем Юсеем Каку и сахалинцем Никитой Абазавиком. Однако во время квалификации неожиданно мощно выступила двойка корейских спортсменов, которые к финальной серии попыток подходили со 2-м и 3-м результатом. Высокие баллы они получили за вращение на 900 градусов. Потому что у них очень хорошие условия тренировать именно прыжки в воздух. То есть у них несколько комплексов имитации приземления и в Корее, и в Японии есть. И это им позволяет уделять очень много времени прыжкам на трамплинах. У нас, поскольку этого нет, мы начинаем и заканчиваем сезон, как правило, на самодельных трубах в отсутствии малого снега, где можно очень хорошо тренировать как раз-таки элементы джибинга. Поэтому наши ребята на джибинге подготовлены, ну, сейчас это явно видно. Но первый же прокат Никиты Абазавика заставил и корейцев, и японцев понервничать. 82 балла за идеальное прохождение трассы. Это отличный результат. Ли Хунджуну и Ю Сик Юну пришлось сильно рисковать, чтобы превзойти этот результат, и оба завершили свои попытки с падениями. Вращение на 720 градусов. Уже с золотом в кармане Абазавик в своем 2-м ране откровенно развлекался, закручивая нетипичные для себя 900-ки. Мне не понравился не очень сильно, как я сделал первый элемент, из-за того, что не так далеко улетел, как хотелось бы, и пришлось немного раньше раскрыться и довернуть ноги. Японец Каку вновь, как и в Бигейре, остался с серебром. Бронза у еще одного сахалинца Егора Шмурикова. А сноубордисты, которые были заявлены на параллельном слаломе, тоже доставили зрителям немало положительных эмоций. Райдеры в командной гонке выходят на станцию вдвоем. Кто в итоге окажется первым, выходит в следующий раунд соревнований. От старта до финиша около 300 метров бордеры набирают приличную скорость. Менее чем за минуту успевают сделать на довольно закрученной трассе пару десятков поворотов. Однако с поставленной задачей справились не все. Вслед за сноубордистами устремляются специально подготовленные гладильщики. Словно утюгом лыжами они разравнивают трассу, которую взрыхлили сноубордисты, впиваясь острыми кантами в склон и устраивая снежные вихри на поворотах. Даже простому наблюдателю сразу было видно, какую динамику демонстрируют ребята и девушки. В этот соревновательный день на сцене чествовали команды Республики Башкортостан бронза, Сахалин-1 серебро и Уральский федеральный округ золото. У фаворитов заезда на двоих на этих играх 5 золотых и 1 серебряная медаль. Прежде всего, командная гонка – это совместная работа, и надо было работать полностью в команде. То есть мы построили план на гонку и просто выполнили его, и вот и итог, 1-е место. Это был очень ответственный старт, потому что нельзя было, так сказать, косячить, допустить ошибку, чтобы не подвести своего сокомандника. Командный заезд был завершающим в сноуборде на первых международных зимних играх «Дети Азии». Василий Раченко, Сергей Козюра, «Дети Азии», Сахалин. Финальные соревнования прошли и у летающих лыжников. Самое сложное в прыжках на лыжах с трамплина – это не только прыгнуть далеко,
но и обеспечить хорошую технику приземления. Этого и пытались добиться летающие лыжники в смешанных стартах юноша плюс девушка. На трамплинном комплексе «Высота» прошли заезды в командном зачете. Каждая сборная представила по одной девушке и одному юноше. Победа присуждалась той команде, которая наберет наибольшую сумму очков по итогам прыжков обоих участников. Победителями соревнований стала сборная Казахстана. И, как рассказали спортсмены, это было совсем непросто. Конкуренция была хорошая. Сахалин хороший был и Нижний Тагил. Они хорошо с нами близко были. Сперва мы были вторые, первую попытку, потом вторую мы выиграли. Радость для меня то, что косячник вытянуть пришлось немного, но рада очень. К слову, этот косячник в одном из подходов прыгнул на 84,5 метра, что стало рекордным результатом в этот день. Командная гонка – это завершающая дисциплина прыжков с трамплина, и теперь К-70 вновь стал местом для тренировок спортсменов уже к следующим соревнованиям. Еще одна смешанная дисциплина стартовала сегодня в рамках игр «Дети Азии». Да, на эстафету в биатлоне вышли парни и девушки на 6 и 4 километра соответственно. В микс-эстафете не было никаких сомнений, что победу одержат действующие чемпионы игр «Дети Азии» Анастасия Гришина и Виктор Молчанов из Сибири. Мы изначально боролись с Казахстаном. Нам передавали вместе практически. И на трассе, на последних кругах тоже приходилось бороться с казахстанскими спортсменами. Вслед за миксом на старт вышли биатлонисты в смешанной эстафете. На последнем этапе разыгралась серьезная борьба между командами Сибири и Казахстана. За всю гонку у казахов был гандикап больше минуты, но свое преимущество они потеряли на последнем рубеже. Спасибо Казахстану за борьбу. И победили сильнейшие. Вы с этапа уже первым ушли, да? Нет, я ушел второй, я после второго рубежа ушел только первый, с ним вместе боролись. 4 штрафные круга, и у сибиряков появился шанс на золото. Но тут, после эстафеты, выяснилось, что казахский биатлонист Данил Червенко, прибыв на огневой рубеж, вынужден был по указанию арбитра менять место стрельбы. Отставание было на финише минус 2 секунды, грубо так, 1,5, может быть, 2 секунды. Ну а потерял спортсмен на рубеже около 10 секунд. То есть это как бы ошибка судейская, и к такому решению судьи, естественно, пришли, чтобы наградить обе команды первым местом. Беспрецедентный случай. Из-за ошибки члена жюри золотые медали у 2 команд. В результате на пьедестале никто не занял вторую ступеньку. На 3-й стояли ребята из сборной Уральского федерального округа. За биатлонными баталиями с самого начала на трассе следит двукратная олимпийская чемпионка Анна Багалий. Новоиспеченным чемпионам игр было особенно приятно получать цветы из ее рук. Зрители приходят, болеют, переживают, и слышно их. Слышно, как болеют за команды, и в целом я считаю, что дружеская обстановка, которая позволяет, знаете, всегда сказать, что у нас большая биатлонная семья с разных стран, и выигрывает, конечно, вид спорта, и атмосфера общая. Юргена Егорова, Владимир Павлов, «Дети Азии», Сахалин. Фигурное катание вызвало среди болельщиков Южно-Сахалинска ажиотаж. Его подогрела и популярность этого вида спорта, и возможность бесплатно попасть на трибуны Ледового дворца «Кристалл». Такой очереди на спортивные соревнования здесь раньше не видели. Службе безопасности даже пришлось отсекать толпу. Первыми на лед вышли девушки с одиночной короткой программой. По итогу дня 2 первых места пока у Кореи. 3-я в зачетном списке фигуристка из Татарстана Ясмина Кадырова. Во второй день мастерство и артистизм покажут юноши. Посмотреть на выступление фигуристов приехали не только сахалинцы. Это очень-очень-очень понравилось. Спасибо всем организаторам за эти, так скажем, игры. Вот мы приехали с Хабаровска с ребенком специально на эти игры, чтобы принять, так скажем, участие тоже в этих соревнованиях. Многих спортсменов зрители буквально заливали овациями. Зал поддерживал аплодисментами фигуристов и тех стран, где школа фигурного катания еще только начинает свое становление. Индийский фигурист Приям Тадет вышел на лед одним из первых. Выступлением и спортсмены, и тренер остались довольны, хотя юноша упал при выполнении обязательного элемента двойного акселя.
Мы новички в этом спорте, потому что у нас нет специальных катков. Мы занимаемся на роллердроме, и возможность встать на настоящий лед появилась только здесь. На тренировках у него получалось лучше. Сейчас мне удался двойной аксель, но, возможно, мы покажем себя на произвольной программе. Я просто подскользнулся и из-за этого не смог приземлиться на двойном акселе. Но главное, я смог его оформить. Между тем, спортсмены из южных стран, такие же как Приям, радуют своей активностью. Да и без высококонкурентной среды невозможно вырасти большим спортсменом. Я вижу реакцию их родственников и родителей. Всю ночь со мной переписывалась мама девочки, вчера катавшейся из Таиланда. Родители их переживают, следят за трансляциями. Поэтому хочется, чтобы ребята откатали свою программу успешно. Блестяще откатал короткую программу и стал лидером. По итогу дня москвич Даниил Самсонов. На фоне других участников он выглядел более чем спокойным. Складывалось впечатление, что он не испытывает особых волнений. Просто, опять же, вышел, как на тренировке, прокатал прокат. Впереди самая зрелищная часть соревнований – произвольная программа. Номера будут длиться в 2 раза дольше, а значит, у зрителей будет возможность насладиться большим количеством эффектных прыжков и каскадов вращений. Саргалана Захарова, Сергей Козюра, Сахалин, Дети Азии. День отдыха перед полуфиналами выдался у хоккейных сборных. Но лед комплекса «Арена-Сити», где и проходят турниры, не простаивал. Организаторы игр «Дети Азии» предложили юным хоккеистам похвастаться в индивидуальном мастерстве. В предпоследний стартовый день игр «Дети Азии» пройдут заключительные выступления фигуристов. С произвольной программой выступят девушки и юноши. Интересными обещают быть слаломные спуски в горнолыжном спорте. И, конечно, будем следить за хоккейными полуфиналами, где сибиряки встретятся со сборной Казахстана, а Урал с Дальним Востоком. Следите за нашими дневниками. Пока!